ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 19:10. В старой части города проходит тренировка по спортивному ориентированию. Сегодня предложена сравнительно легкая карта, где нет ни зарослей, ни сложности рельефа. Поэтому организаторы позволяют участвовать даже без компаса. На территории детского парка и его окрестностях располагается 10 контрольных пунктов. Их требуется пройти на скорость. Видишь эту сеточку? Это как забор. Мы сейчас здесь. Мы можем чуть него перелезть и вот так идти. Типа туда, да? Да. Группа из 3 человек – Михаил Аникин, Егор Гвоздик и Юлия Коняева – прибежали последними. В силу возраста мальчиков, им всего по 10 лет, прохождение трассы заняло 1 час и 2 минуты. Для сравнения, этот же самый путь Максим Мельников, организатор соревнований, проделал за 23,5 минуты. Контрольные пункты искал наравне со всеми, ведь их расставлял другой человек. Однако Максиму помогала давняя любовь к спортивному ориентированию. Многим скучно просто бегать, да? Они бегают, слушают музыку, но все равно скучно. Километрик там пробежал, домой пошел. Мне кажется, это даже на подсознательном уровне. Все люди же издавна добытчики. Они добывали что-то, а тут все ищут, бегают. Вот. Да, это своего рода игра, добыча этих контрольных пунктов. Нужно в кратчайшее время собрать все контрольные пункты, поставить отметки. И причем, когда ты бежишь на один контрольный пункт, ты уже должен смотреть на следующий и думать, как ты побежишь на следующий, выбирать кратчайший путь и действовать максимально быстро. Участвует 15 человек. Все они готовятся к главному событию – акции «Российский азимут-2014». В Ухте она запланирована на 25 мая и пройдет в детском парке. Все желающие могут предварительно зарегистрироваться. Организаторы обещают создать отдельную детскую трассу. Также будет работать фит-маевка, организованная одним из фитнес-центров.